На высоте 100 метров на самом верхнем этаже главной достопримечательности Магаса – башни Согласия. Уже в 4-й раз Эрнест Инаркиев готовится занять свое место за шахматным столом. Напротив, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса самый молодой гроссмейстер в мире Сергей Корякин. Интеллектуальные состязания между двумя чемпионами продолжаются уже 3-й день. Но в столицу республики из первой школы Троицкого гроссмейстеры переместились только сегодня. По итогам всех игровых дней преимущество остается за Корякиным. Вчера гораздо успешнее Сергей Корякин сыграл в матче и вырвал победу. То есть матч закончился, первая часть, половина матча закончилась 3,5 на 2,5 в пользу Сергея Корякина. И сегодня заключительный день, где ребята будут играть 8 партий с контролем по блиц-партия 5 плюс 3 секунды на ход. Ждем борьбы. Перед началом партии поприветствовать двух гроссмейстеров и пожелать им удачи приехал временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов. После главный судья турнира дает старт игре. Партия тут же набирает обороты. Через 10 минут Корякин ставит Инаркиеву шах. 1-0. Сергей выходит вперед. Напряжение между игроками набирает обороты. Вторую партию Инаркиев также уступает Корякину. Третья партия – ничья. Соперники удаляются на перерыв. Наблюдают за схваткой двух шахматных титанов десятки зрителей. Кристина Войцеховская, шахматный блогер, приехала на фестиваль «Башня Согласия» впервые. И ей уже не терпится поделиться впечатлениями с подписчиками. Матч потрясающий. Товарищеский матч, это говорит о том, что ребята рискуют, показывают красивую игру. И действительно, я сейчас могу точно сказать, что в этот раз шахматы – это искусство. Очень красивые партии. Интрига остается до сих пор, кто победит, потому что ребята идут на равных. Очень удивлена уровнем молодых шахматистов. Особенно меня восхитили девочки. Я не ожидала такого высокого уровня у наших молодых дарований. Мне понравилось, хорошо играют ребята. Среди почетных гостей фестиваля секретарь комиссии шахмата и образования Европейского шахматного союза Александр Костев. Он также является одним из первых наставников Эрнеста Инаркиева. Поболеть за своего ученика Костев приезжает на каждый фестиваль и не может не отметить, как сильно изменился турнир. Здесь проходил семинар для учителей села Троицкого в первую очередь. Мы считаем, что можно на небольшой территории создать очень хорошую школьную шахматную команду, которая станет резервом сборной Ингушетии. А фестиваль сам по себе привлекает внимание шахматистов не только Ингушетии, и даже не только России, потому что Эрнест – это один из сильнейших гроссмейстеров мира. Он был в 2016 году чемпионом Европы. И на матче, который с помощью спонсоров, в первую очередь Алихана Харсиева и его помощников, семьи его, организуются матчи с очень известными шахматистами. Но Сергей Корякин – это один из самых известных российских шахматистов. После перерыва соперники снова занимают свои места. Эрнесту Инаркиеву удается в течение 6 минут взять преимущество и обыграть соперника. Но вот со следующей партией нашему соотечественнику не везет. Корякин выигрывает 6-ю и 7-ю партию и таким образом становится победителем суперигры. Сам матч был очень тяжелый, на самом деле. Особенно первый день был тяжелый, когда я проигрывал в счете, когда Эрнесто выиграл мне третью партию. Но потом, уже во второй день я значительно усилил свою игру. Уже я у него выиграл 2 партии, повел в счете. В общем, и сегодня уже, когда мы играли в блиц, мне кажется, что я поймал свою волну. Я выигрывал почти все лучшие позиции. Я выигрывал и доводил все свои замыслы, воплощал в жизнь. Конечно, легко не было, потому что Эрнесто очень сильно, и блицор, и быстро он очень сильно играет. Но, тем не менее, я очень рад, что удалось победить. Очень здорово, что в фестивале участвует так много детей, и очень здорово, что в республике поддерживают всероссийскую программу «Шахматы в школах». Это очень важно для молодых деток. Может быть, кто-то из них сможет стать
в будущем очень сильным гроссмейстером. Вот. Поэтому впечатления самые радужные. Ингушетия мне очень понравилось и надеюсь вернуться сюда вновь. Сегодня играли блиц. Я понимал, что для меня это рискованное решение, потому что если быстрые шахматы, еще противостояние не ясно, я его изначально оценивал неясно, и матч также сложился, что вполне счет мог быть совсем другим. То в блиц, конечно, Сергей играет намного сильнее, и у него есть карьерные результаты, когда он обыгрывал и норвежца на Магнуса Карлсона, становился чемпионом мира. Поэтому в блиц, конечно, Сергей был существенно сильнее. Тем не менее, сегодня, мне кажется, у меня было много возможностей, но я не смог ими воспользоваться. У нас так получается, что каждый раз фестиваль проводится в новом месте. В этом году это первая школа Троицкого, и поэтому каждый раз это новые впечатления, новый интерес. Вот. Но я хотел бы отметить, что приятно, что у нас уже сформировалась такая четкая программа фестиваля. У нас помимо матча проводится детский турнир, турнир среди взрослых и семинар для преподавателей. Это такая уже насыщенная программа, уже люди знают, гости к нам приезжают. Вот, и фестиваль в этом плане активно развивается. После матча гроссмейстеров в числе многих зрителей встречает депутат Государственной Думы Алихан Харсиев. При его поддержке проходит фестиваль «Башня Согласия». Алихан Харсиев поздравил Корякина с победой, а также отметил, что фестиваль прошел на должном уровне. А также поделился планами дальнейшего развития шахматной индустрии в регионе. Мы хотим через несколько лет получить класс в республике, 1-2 класса шахмат, а потом я, мечтаю, я бы очень был рад, если бы мы смогли сделать вообще кафедру шахмат у нас в университете и готовить уже шахматных специалистов, как это было в РГСУ. Сейчас ее закрыли. Но создать у нас такой прецедент на Кавказе, и я уверен, что это Кавказский регион даст не то, что там сегодня мы развиваем борьба, бокс, силовые там виды спорта, мы дадим серьезный резерв именно в шахматную команду. Внизу двух известных гроссмейстеров также встречают болельщики. Возможность сфотографироваться с чемпионом не упускают и туристы из США. На этом участники товарищеского матча не прощаются. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.